Доброго утра всем, кто только к нам присоединился. Программа «Салям» продолжает свою работу. Башкирская школа бойцов по правилам ММА сияет все ярче, многочисленные победы, яркие спортсмены, интересные бои. Но, откровенно говоря, несмотря на всю свою кровожадность, зрелище прекрасное. Это утро мы начнем с обсуждения перспектив развития одного из самых, наверное, популярных клубов. Это клуб из города Стерлитамак «Батыр». Но перед этим позвольте представить вам наших гостей. Их здесь трое. Я понимаю, что любой неверно заданный вопрос может каким-то последствиям привести, да, Бинфаритна. Ну, начнем с Шамиля Емилова. Он в центре, это чемпион России и мира по панкратиону, чемпион России по смешанному боевому единоборству, мастер спорта России. Шамиль, доброе утро. Доброе утро. Рядом с Шамилем Ян Туктамышев, чемпион Республики Башкортостан по смешанному боевому единоборству, боевому самбо и грэпплингу. Доброе утро, Ян. Ну и, собственно, отец-основатель клуба «Батыр» из города Стерлитамак Руслан Янбердин, чемпион СНГ среди профессионалов по боям без правил, главный тренер, основатель бойцовского клуба «Батыр». Ну, вот так полпередачи мы с вами и пообщались, ребята. Да, доброе утро. Руслан, ну, позвольте тебя начать. Во-первых, вы все приехали к нам из города Стерлитамак, если не ошибаюсь, да? Там базируются, оттуда все пошло. Расскажи, пожалуйста, об этом клубе. Когда все пошло и насколько сейчас все развивается динамично? Ну, пошло это все с 2010 года, когда я закончил институт по профессии тренер-преподаватель. Вот. И мы недавно, в том году мы отмечали десятилетие клуба, проводили на базе нашего клуба в Стерлитамаке соревнования. Детей много собралось, там провели очень хорошее мероприятие. Ну, за годы нашей работы как бы наш клуб многие знают, не только в республике, в Поволжье, по России знают. И много очень у нас командных мест мы занимали, не только личных. Если за личные места говорить, у нас вот 3 чемпиона мира, чемпионы России, да, Шамиль один из них, чемпионы России, призеры Европы, ну и чемпионы международных турниров и разных турниров по профессионалам. Ну, откровенно говоря, ММА и бои по правилам ММА, они стали популярны относительно недавно. Ну, вот как раз лет 10, наверное, да, все это пошло, там популярности придало и Макгрегор, всем нам хорошо знакомый, который не очень любит в России, да, и тем не менее. Насколько вот за эти 10 лет ММА в Башкирии развивался? Насколько мы, может быть, в лидерах в России или где-то отстаем, на твой взгляд? Ну, раньше вот ММА это так называли бои без правил. Ну, в простонародье бои без правил называли. Сейчас, конечно, некоторые тоже так называют, да, но не совсем так. Ну, со стороны так выглядит, откровенно говоря, как будто у вас там есть места у мужчин, куда бить нельзя. А, все, хорошо. Да. Это правило основное. Да. И как бы ММА, как официальный вид, зарегистрирован либо в 2013 или 2014 году, вот точно недавно, не помню, да. как бы. Раньше было, вот, вы вот объявили, да, чемпион СНГ по боям без правил. Я когда выступал в 2010 году, раньше называлось бои без правил. И раньше вот у меня чемпион СНГ по судовому, бои без правил именно. Далее уже как вид спорта в 2013-2014 году он себя приобрел и начал называться смешанное единоборство, ММА. Уже нет, правила-то они всегда там были. Как бы такого не было, чтобы именно бои без правил. Но вы же сюда приходите уже, имея какой-то опыт, да? Вот я наверняка занимался борьбой. Да. Ну, Ян, имея какой-то уже... Вот Ян сейчас больше занимается, если говорить на языке телевидения, продюсированием Шамиля, да? Что можно сказать об этой восходящей звезде башкирского ММА? Ян, расскажи, пожалуйста. Очень трудолюбивый парень, очень упорный. Настолько упорный, что на тренировках бьет сильно и потом по больницам на руках носит сам лично. Слушай, ну на спарринг к нему лучше не идти, короче говоря. Да. Ну я очень много страдаю от него сейчас. Даже так. То есть даже во время тренировок есть такой момент, что можно навредить своим... Да, ну он, конечно, наверное, еще жалеет, полсилы, скорее всего, бьет, я думаю. Как по-братски чисто. Ну, Ян, самое главное, что у вас более-менее целые уши, а это для редкость. А это вас отличает от всех остальных, понимаете? Но мы же сейчас говорим вообще максимально серьезно. Если о Шамиле так вы говорите... Можно я быстренько спрошу, извини, пожалуйста, а вообще жалость это насколько присуща к вашему виду спорта? Жалости как такового нету. Жалеть соперника наверняка нельзя, иначе это нельзя, может конечно. поменять... Либо тебя. Вот, да. Так что, пан или пропал. Да. Ну, пока 3 раза не постучит, да, нужно бить. Да, поносил. Да, поговорим о перспективах Шамиля. Здесь и Яну, и Руслану вопрос, потому что вы его продвигаете как основную звезду сейчас. 3 победы, 0 поражений. Это статистика на профессиональном ринге. Можно? Да. Хотелось бы еще указать то, что мы родом со Стерлибаша. Вот.
Также Сейчас все подумают, что Альбина Фаритовна вас специально пригласила, Да, потому да, что да. она тоже робот. Здесь. у нас просто есть крыша, Альбина Фаритовна. Здесь не просто так, что все знали. Так. Также Шамиль тренирует молодых ребят в Стерлибашево. Он является таким маяком для них. Мгм. Очень много детей, даже вот когда он выиграл бой, ему там в Инстаграме писали: Шамиль Абыев, молодец, там, ну, прям гордятся им, А давайте вы поздравляют будете его, главой Стерлибашевского района, наверное, тоже писали, да, после этого? наверное. Вот получается, он также является не только спортсменом таким перспективным, он является таким маяком. Примером для подрастающего А поколения. много детей, да, вот которые идут, которые хотят заниматься, быть в Да. хорошей физической форме? Да, конечно, много детей. Шамиль это очень сильно мотивирует. Мгм. Ладно, вы все-таки мне скажите, Шамиль, вот откровенно, вы чего хотите добиться на профессиональном ринге? Забрать на чемпионский пояс в этой организации и стать чемпионом. В какой организации ты бьешься? Ну, Eagle FC, на Хабибовской, на организацию. Eagle UFC — это организация Хабиба Нурмагомедова. Да. Eagle FC. Eagle FC. Eagle. Мгм. А шансы насколько серьезные, Руслан? Ну, это Там конкуренция серьезная. довольно-таки серьезная организация. Там парни с Кавказа, конкуренция, очень сильно. особенно вот это средний вес, там, так сказать, уже удары такие тяжелые. Мгм. Вот, и да, конкуренция, как бы, парни с Кавказа, они всегда хорошие Они же еще и конкуренции составляли. темпераментные. Ты У посмотри на Шамиля Шамиля. такие добрые глаза, я не знаю. Шамиля как-то Лучше не прозвали сердитый. так. Вот он в жизни, ну и в принципе, в ринге это зверь. Мгм. В жизни вы не скажете, что он... Можно, конечно, по ушам догадаться, но вот так не скажешь, что он очень Ну, какое добрый. прозвище у Шамиля на ринге? А есть Его до прозвище, этого да? прозвали «добрый убийца». Добрый убийца. Понятно. Вот это тебе утренняя добрая программа «Салям». Ну, это не мной придумано. Но зато это устрашает. Мне кажется, это психологическое давление определенно тоже должно быть, да, когда человека как-то по-страшному называют, человек... Вот это его как бы охарактеризовали. Там, мы, конечно, ему такое прозвище ему не даем, «добрый убийца», как бы, потому что как немножко для детей будет не так это слышать. Коллеги, основной момент, да, у нас времени не так много остается, к сожалению. Я знаю, что клуб «Батыр», он сейчас расползается по республике Башкортостан, уже в 6 городах и районах открыты ваши представительства. Какие это города и как далеко вы планируете зайти? Так, ну, Стерлибашево мы первый услышали. Стерлитамак. Да, Стерлитамак. Потом в Стерлитамаке раньше был поселок Шахтау, но сейчас его к Стерлитамаку отнесли. Это Шахтау, вот это километров 10 от города. Мгм. Стерлибашево, Красноусольский, так, Салават. Мгм. И вот сейчас уже Баймак. Мгм. Пошли на восток, в Зауралье. Ну, я родом с Баймака сам. Слушай, ну это же всем известный факт. Да? Понятно, конечно, что ты Я родом думал, из просто Баймака. это не Сразу видно. Я думаю, что на этом вы останавливаться не будете. Вот таким образом клуб «Батыр» будет расползаться по Ну, дай республике бог, да. Башкортостан. Как бы молодежи, ребятам давать возможность Мгм. как бы проявлять себя. И как бы многие тренеры, перспективные молодые ребята, наоборот, уезжают с районов в большие города, и там и остаются, и дальше куда-то пытаются там на Москву ориентироваться. Мгм. Э, Вы я как бы- ориентируетесь на Баймак? Нет, я ориентируюсь на Башкортостан именно ну, на районы. Потому что в районах, в деревнях, там сильные ребята, сильные пацаны. К сожалению, мало там тренеров, которые работают и показывают результаты. Ну, детей принимаем, приглашаем в свои ряды. С какого Конечно. возраста? Дети у нас занимаются с 4 лет. Мгм. Вы слышали, где есть клуб «Батыр». Очень коротко, когда следующий, ближайший бой? Скоро Шамиль. бой будет, в сентябре. В сентябре. Да, в сентябре Всё будем ждать Хотелось анонс. бы отметить, Да, что очень коротко. вот такие вот бои, они составляются из многих факторов. Мгм. И этот бой еще нужно организовать. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить и администрацию районов, где наши вот клубы развиваются. Также клубы, которые помогают Шамилю. Это вот «Батыр». Батыр. У нас еще есть клуб один, который нас поддерживает. Мгм. Это клуб «Ирбис». Хотелось бы всех поблагодарить. Ну и передадим им привет, пользуясь случаем. Мы Коллеги, следим в социальных сетях, болеем за Шамиля и держим кулачки. у нас прямой эфир, время Всего вышло, да, доброго. дальше новости. Спасибо вам большое за то, что Спасибо приехали. огромное, удачи, Вам успехов спасибо. и, конечно же, побед.